Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто идет к вам, в ваш дом, в вашу жизнь? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим, кто у вас на пороге. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну вот, смотрите, прям в проеме двери. Слушайте, как мило. Тут вас показывают, и вы ждете. Тот, кто у вас на пороге, это тот, кого вы ждете, девочки. Ну-ка вспоминайте, кого вы ждете. Кто обещался к вам прийти, либо приехать. Ну вот четко, видите, вот он проем двери, вот он ваш дом, и вы стоите и выглядываете. Но где же? Ты же обещал. Я тебя так жду. Тот, кого ждете, тот у вас и на пороге. Причем здесь вот есть как задержка, либо какая-то проблема у мужчины. Видите, вот он мужчина, который идет к вам, вот которого вы ждете. А перед ним, значит, женщина стоит, видите, вот в юбке, что еще там на голове накручено. Стоит и вот так руками упирается в него, и его не пускают. Ну, типа, я тебя к ней не пущу. Он такой, нет, я пойду, я обещал, я должен, я хочу, мне нужно. Она его не пускает. Какая-то противная женщина. Но, девочки, мужчина своего добьется. Во-первых, он слово вам дал, да, что он придет, что он приедет, что он вернется. А во-вторых, девочки, это ему необходимо. Вот как воздух необходимо. Когда вы долго не видитесь, либо когда вы долго в разлуке, этот мужчина, он просто в прямом смысле слова начинает чахнуть. У него интерес к жизни падает, у него здоровье начинает сыпаться, ему категорически не везет, у него прям все из рук валится, понимаете, он ни на чем думать не может, ни на чем не может сфокусироваться, кроме как о мыслях и о желаниях вот быть с вами рядом, вот потрогать, пощупать, пообнимать, поцеловать. Вы ему как воздух нужны, понимаете, вы его кислород. Вот мне идет так. Кстати, очень влюбленный мужчина, и вот он у вас на пороге. Ну, либо любящий мужчина, да, любящий тоже может отыграться. Девушки, женщины мои хорошие, да, у кого-то еще история с сыном, например, есть, да, сын, либо, может быть, даже отец. То есть обещал прийти, он вас очень любит, вы его тоже любите, но какая-то женщина между вами становится, его не пускает. То есть предпринимает колоссальные усилия, там придумывает всякие там штуки-дрюки, лишь бы мужчину не пустить. Но он пробьется. Но у других же отыграется, что это взаимная любовь, и тот, кого вы любите и ждете, именно идет к вам, идет на ваш порог. Пока ему очень сильно мешают, очень сильно. Там, понимаете, от прямых запретов до какого-то шантажа, обмана, шантажа. То есть женщина может прикидываться больной, там, несчастной, рассказывать о каких-то несуществующих проблемах, да, угрожать может. Да, вот, типа, если ты к ней пойдешь, то я там что-то сделаю, да, нехорошее. То есть здесь как бы не пускают. Но мужчина к вам идет. Идет, и он дойдет. Он слово свое сдержит. То есть вы дождетесь, вы его точно дождетесь, и встреча ваша будет. Может быть, он вам всего не расскажет, с какими трудностями он боролся, что ему пришлось преодолеть, ну вот лишь бы к вам попасть. Но тем не менее, вот его не пускают. Он бы и раньше пришел, девочки, если бы не вот эта женщина, которая вот так вот его не пускает. Давайте я сейчас еще на картах посмотрю, вот что она добивается, чего, вернее, она добивается, почему она его не пускает. И серьезно ли это помеха? Будет ли она в будущем так себя вести? Вот прям упирается, в упор так становится, типа я тебя не пущу. Дорогу ему перекрывает. А он уже, видите, ну буквально вот как-то близко к вам находится. А вы его ждете.
Давайте посмотрим, если вы любимая, любящая женщина, да, кто не пускает и зачем не пускают. Да. Он рвется, девочки, рвется, ваш дом рвется прям под всеми парусами. Хитрость, обман, ложь, мошенничество. Та женщина его себе хочет, понимаете, она его себе хочет. Она его не только к вам не пускает, вот она его от жизни закрывает, вот чтобы вообще никого не видел, не общался, нигде не бывал. А он прям на всех парусах рвется к вам в ваш дом. Ну, четко карты показали. Она очень хитрая. Она коварная, она способна на страшные вещи, она его себе хочет, поэтому его и не пускает. Хорошо, а что вот вообще, как у вас там все сложится, разрулится? Змея, да, приятного мало. Может быть, она какие-то права на него имеет. Да, может быть. Но здесь какой-то документ будет. Документ, который точку поставит в том, что она его не пускает. Может, через какой-то документ, через запись, подпись, роспись, печать. Вот через это он с ней попрощается. Он с ней не будет. Эта птичка от той другой женщины улетит. Ну, потому что нет, все, любит вас. Этот мужчина любит вас. То есть, если у вас любовный треугольник, либо у вас есть какая-то конкурентка, соперница, которая не пускает мужчину, может быть, там ревнивая мама, вот как-то через документы решится. И этот мужчина, он упорхнет и упорхнет именно к вам. Потому что, как я сказала, вы его кислород, и именно вас он любит. Хорошо, давайте посмотрим, если вы мама, да, и вашего сына к вам не пускают хитростью, подлостью, либо если вы дочь, да, и, например, там мачеха не пускает, вот как к родному, да, человеку, вот что тут, что тут. Ну, тут вас, я так понимаю, боятся. Вот эта женщина боится, что вы как испортите, да, жизнь им испортите. Либо что вы этого мужчину чему-то плохому научите. Ну, допустим, там про нее что-то расскажете. Может, вы знаете какие-то секреты про мачеху, либо про жену, либо невесту вашего сына. Боится, что из-за вас вот как планы, либо счастье рухнет. Да, потому что она знает, что вы очень любите сына, либо отца, и желаете для него самого лучшего, да, видно, у нее там рыльца в пушку, либо вы что-то действительно про нее знаете, вот, ну, пытается защитить себя, защитить, как бы, да, хитрая женщина, защитить свое будущее. О боже, тут и лиса, и змея. Ах, на кого тянет этих мужчин? Вот скажите, да, сразу, и змея, и лиса. Хорошо, давайте посмотрим, что вообще будет в этой ситуации. Ну, смотрите, если это ваш сын, так и будет разрываться между вами и этой женщиной. Ну, действительно разрываться, потому что вы обе для него очень нужны и важны. Как бы он вас обеих любит. Ну, именно сын, да, именно вот ребенок ваш будет разрываться между вами и будет сглаживать все эти конфликты. То есть, как бы, ну, постарается, да, давайте скажем так, постарается, что-то придумает, чтобы вам угодить, с вами общаться, и чтобы с этой женщиной все хорошо было, чтобы она как бы его отпускала к вам. Хорошо, если отец. Если отец, то тут сложнее. Но он любит сильно эту женщину, да, и вас он тоже любит. Но эта женщина его по поводу вас очень сильно обманывает. То есть эта женщина будет прилагать все усилия, чтобы вы рассорились. Понимаете? Чтобы вы рассорились. Сейчас я посмотрю, что можно сделать. Что можно сделать, что можно предпринять. Что можно сделать, что можно предпринять. Ну, здесь, как знаете, на время, наверное, не стоит общаться, либо стоит как-то ограничить общение, больше, наверное, переписываться, да, потому что книга читать. Больше переписываться, может быть, в интернете больше общаться, не лично встречаться, чтобы она вот так не драконилась, а именно в интернете, да, переписка, смс-ки, мессенджеры, ну, видеосвязь есть, там, телефон есть, да, больше так общаться. Да, потому что если отец, то он любит вашу мачеху, и эта мачеха, она решила вас рассорить, так что прям вообще вы не общались. Вот, поэтому будьте умнее, не идите на рожон, а общайтесь больше вот как в интернете, да, в интернете общаться надо.
Ну, тут со временем все будет меняться, и меняться в лучшую сторону для вас. Тут еще какие-то деньги, может, она переживает, что ваш отец вам деньги дает, либо там наследство на вас оставит, понимаете? Вот она должна успокоиться, либо поверить в то, что у вас там уже нет общения. Сложная, конечно, ситуация, это ужасно, когда кто-то лезет между родными людьми, либо любящими людьми. Но вот что есть, то есть. Ну, а если сын, то вообще не переживайте. Ваш мальчик, он умный, он знает, что делать, он сумеет прорвать эту ситуацию, вырваться из этой ситуации. Вот. Если любящий мужчина, то вот эта женщина его не удержит. Вот чего бы это ни стоило, какие-то документы, бумажки, документы, и он упорхнет к вам. Так, еще здесь на пороге какой-то человек в форме, в униформе. Униформа. Это что, почтальон? Может быть, посыльный, может быть какой-то мастер, да? Мастер, который что-то чинит, ремонтирует. И также, возможно, человек, который носит форму. Там, не знаю, кто, полиция, кто носит форму. Хотя много кто носит форму, правильно? Много кто. Смотрите, этот человек случайным образом забредет на ваш порог. Но для вас встреча с этим человеком, видите, клевер. Удачи. Удачно встретитесь с хорошим, достойным. Это мужчина, который носит форму. Здесь не про любовь, здесь, скорее всего, про какую-то помощь, услуги, какие-то действия, да? То есть мастер, который что-то поремонтирует, либо ответственный курьер, почтальон, да, который прям в руки передаст вам письмо. А может быть, вы с этим человеком, допустим, если это мастер, да, там всю квартиру отремонтируете, либо вовремя появится для того, чтобы устранить какие-то проблемы. Ну, как повезет, да, как сами ангелы ведут этого человека на ваш порог, именно этого человека, потому что очень порядочный, ответственный, и вот с головой все хорошо у человека, и с руками все хорошо. Так, а вот здесь какого-то несчастного страдальца с ужасным характером показали. Но тут не совсем на пороге, тут, скорее всего, объявится, проявится. Может быть телефонный звонок, и тут могут быть смс-ки. Написать в соцсети, в мессенджеры, да, вот какой-то страдалец, который вас винит во всем. Вот прям винит. Он такой, кто виноват? Она виновата. Там что, ночь настала, кто виноват? Она виновата. Ты плохо выглядишь, кто виноват? Она виновата, да. Вот как-то он вас во всем винит. А человек, который не может смириться с тем, что вы ему что ли отказали, либо что не захотели с ним быть, какой-то неудачный бывший, либо неудавшийся кавалер, да, которого вы отшили. И он свяжется с вами не для того, чтобы вас там умолять, просить прощения, нет. Он свяжется с вами для того, чтобы ныть, страдать, истерить. В очередной раз рассказать вам, какая вы плохая, как вы вот его не цените, не любите, а он ведь прямо как золотце, да, он такой прямо весь хороший, весь из себя. Он будет вам рассказывать, либо писать о том, что там к нему женщины в очередь выстраиваются, там очередь такая, несколько километров, и все его хотят, и все счастливые, довольные, и там на руках носят, в попу целуют, что они там ему в клювике что-то приносят, да, что он прям на расхват, а вы вот такая нехорошая, да, вот вы одна навсегда останетесь, что вот он с барского плеча делал одолжение, там пытался с вами отношения строить, а вы этого не поняли. В общем, какой-то нудный, занудный, абсолютно невоспитанный и какой отвратительный мужчина. Это кто-то из ваших бывших, либо тот, кому вы отказали, девочки. Но слава богу, что не на пороге. Вот физически, да, тут, скорее всего, звонки, переписка от этого мужчины. Ну что, блокировать? Надо таких блокировать, по-другому не понимают. И что бы вы ни сказали, ему даже не надо, чтобы вы что-то говорили. Здесь, скорее всего, как будут эти монологи, да, монологи сам для себя, сам собой. Вот. Честно скажу, что он вам будет врать. У этого человека ничего в жизни нет, никого в жизни нет. И, возможно, вы единственная женщина, которая вообще, в принципе, как-то маломальски с ним общалась. Потому что все другие его на дух не переносят. То есть он только открывает рот, и все такие: о боже, фу-фу, нет, мы не будем продолжать. Вот. Один от одиночества страдает, вас во всем винит, да, что вот вы такая... не захотели такое золото, при этом вообще не видит своих недостатков, вообще не видит. Ну, очень неприятный тип личности, и, конечно, лучше вообще с ним не связываться, а заблокировать, куда подальше пусть идет, пусть, не знаю,
там перед зеркалом страдает, вам пусть не лезет, да, вот такой вот какой-то странный мужчина. Так, еще на пороге у вас женщина, но это женщина с очень хорошими новостями, просто потрясающими. Она идет к вам, несет вам флаг. Хорошие новости о какой-то победе, либо о каких-то крутых возможностях. В общем, у нее настроение просто вот позитивное, невероятно радостное, счастливое, и она идет к вам, чтобы с вами поделиться. Либо это с вами двумя связано, но она об этом раньше узнала, либо это что-то с ней происходит, и вот она к вам, к любимой своей сестренке, подружке идет для того, чтобы вам это все рассказать. И, кстати, идет она не только с флагом, она с собой что-то несет. Да? Может быть, вот как отметить, отпраздновать, я не знаю, там просекко, шампанское, что-то она вам несет. Может быть, какие-то вкусняшечки ваши любимые, там какие-то пироженки, тортики, да, вот что-то несет. Ну, здорово, посидите, порадуйтесь, посмеетесь, вам есть что обсудить. Эта женщина, она буквально рядом. Может быть, она уже вам сообщила, что она в пути, и вот скоро буду, да. Есть что сказать, есть чем поделиться. Вот. Женщина, которая хорошо к вам относится, которая вас любит, но вы ее тоже любите, да. Мне идет, что либо сестра, либо подружка как сестра, да, вот прям как вы роднулечки идете мне. А еще здесь, смотрите, такая птица показана, слева летит, слева направо, в клюве звездочку несет. Это как важное сообщение, важное письмо. Ну, допустим, вы хотели сменить работу, либо найти работу, да? Скорее всего, как ответ работодателя, куда вы обращались. Либо это письмо от правительства, либо от каких-то правительственных организаций, да? Вот что-то к вам летит, что-то очень важное, то, что вы давно ждали, либо то, что вы не ждали, но что вас действительно порадует. Не забывайте проверять свою почту, да, почтовый ящик. И также не забывайте проверять электронную почту. Поверьте, лишним точно не будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.